Мухсин, скажите, пожалуйста, как идет подготовка сборной Республики Таджикистан к отборочным матчам чемпионата мира 2018 года? Ну, мы начали 30 числа готовиться, заехали на базу. Правда, работаем в двух группах, потому что одна группа у нас очень получила большую нагрузку, очень много играла. Это основной костяк, это футболисты из Стеклола. И часть футболистов, которые мало были задействованы в чемпионате, они получают разную нагрузку, потому что мы должны их привести к общему знаменателю. Потому что все-таки игроки из Стеклова провели 36 матчей, очень тяжелых. И будем надеяться, что к 11 числу мы подготовимся в хорошей форме. Прошу болельщиков, чтобы пришли на стадион и нас поддержали. Я думаю, мы порадуем вас хорошей игрой. Спасибо. А в составе сборной есть легионеры? Да, конечно, есть легионеры. У нас их 2 человека. Это Фархот Васиев, который играет за Газовик Оренбург, российский клуб. И Даврон Иргашев, который играет в казахской команде ЖТСУ, Талдыкурган. Но они подъедут чуть позже. У Даврона 6 июня последний матч. Он к нам позже присоединится. А на днях уже должен подъехать Фархот. Что вы можете сказать о своих соперниках по группе? Ну, соперник очень серьезный. Это сборная Иордании. Мы очень серьезно их изучаем сейчас, готовимся. Достойный соперник. Тем более он очень часто выступает на Кубок Азии. Был в шаге даже от чемпионата мира. Они играли со сборной Колумбии. Уже если бы обыграли, могли выйти. Ну, одним словом, что очень хороший соперник. Слабых не бывает. Ну, еще там есть у вас в соперниках сборная Австралии. Ну, все знают, что сборная Австралии – это чемпион Азии. Они тоже играли на чемпионате мира. Это очень солидные сборные. Очень давно играет. Очень серьезный соперник. Потом, я думаю, что и сборная Бангладеш, и Киргизии тоже. Сейчас в футболе нету слабых. Так не бывает. Какую задачу ставили перед сборной в стадии, значит, в первой стадии? В первой стадии выйти из группы. Это занять 1-2 место. Спасибо. А какую команду вы считаете фаворитом? Ну, на бумаге фаворит, конечно, Австралия. А дальше, я думаю, у всех равные шансы. Вы проводите свои тренировки на базе в Алмасах, где раньше эта база принадлежала команде Памир, да? Сейчас эта база Академии Истеклола, футбольного клуба Истеклол. Скажите, пожалуйста, вот не напоминает вам, значит, те годы, которые вы играли в составе Памира и именно проходили тренировку вот здесь? Ну, конечно, напоминает. Здесь все родное, столько лет здесь провели. И это очень хорошо, что есть такое место, где традиции продолжаются. Все-таки сколько лет здесь Памир готовился, сейчас сборная готовится. Поле в отличном состоянии, условия тоже очень хорошие. Нам очень приятно здесь работать, готовиться. Большое спасибо, конечно, и федерации, и всем остальным людям, которые смотрят здесь за полем. Условия готовят для сборной. И у меня последний вопрос. Обычно сборные, которые играют, значит, в чемпионате мира, они в стадии подготовки проводят несколько контрольных матчей. У вас это не запланировано? Не, в принципе, у нас было запланировано, но мы проанализировали, что все-таки у нас костяк сборной находится в Истеклоле, и они очень много игр сыграли. И я думаю, что не было бы смысла еще раз играть, потому что у них достаточно игровой практики. И это была бы дополнительная нагрузка. Посчитали, что
лучше мы спокойно подготовимся без игр. Ну и ваши пожелания болельщикам. Что бы вы хотели сказать болельщикам сборной Таджикистана? Дорогие болельщики, мы очень хотим, чтобы вы пришли 11 числа и поболели, поддержали нашу сборную. Нам нужна ваша поддержка. И те игры, которые последние мы играли, вы очень хорошо болели и помогали нам. Успехов вам! Спасибо за интервью. Удачи вам и сборной Таджикистана. Спасибо.